В 1911 году электричество в Чебоксарах было только в домах купцов Ефремовых. На него смотрели как на диковинку, ведь остальной город освещали керосиновые фонари. Сегодня электричество уже в каждой квартире, а сам город вырос в целую энергосистему, которая постоянно развивается. Надежное энергоснабжение обеспечивает Чувашская энергосбытовая компания. Сегодня у нее более 14,5 тысяч корпоративных и почти 500 тысяч частных клиентов. Гарантирующий поставщик электрической энергии отмечает 65-летний юбилей. Удивительное место, в котором представлены все источники, да, и тепловая ТЭЦ, и ГЭС. Все грамотно сделано с точки зрения надежности, с точки зрения достаточности. 3,6 миллиардов киловатт-часов уже потребления. Развитие энергетики на сцене представили оригинально. Зрители ахнули, горячо аплодировали танцу роботов. История компании неразрывно связана с развитием отрасли. Она всегда реагировала на запросы времени. Первое подразделение энергосбыта в Чувашии было создано 11 апреля 1958 года. С этого момента началась работа по контролю и учету энергопотребления, заключению договоров с потребителями и открытию новых отделений. За десятилетия компания пережила разные преобразования. Была в составе Русгидро, а в сентябре 2021 года стала частью холдинга «Трансэнергопром». Но она всегда оставалась верна своим принципам. Первое – быть надежным партнером для потребителей, внимательно относиться к потребителю, всегда быть близким к нему, не отдаляться и конструктивно взаимодействовать с органами исполнительной власти, правительством республики, потому что только в согласованной работе можно достичь главной цели – надежного энергоснабжения. Сегодня при тесном взаимодействии с правительством Чувашии реализуются крупные инвестиционные проекты. В прошлом году в развитие энергетического комплекса республики инвестировали 123 миллиона рублей. Планы на ближайшую пятилетку амбициозные. В ближайшие 5 лет более 2 миллиардов рублей инвестиций вложить в республику. Тем самым это автоматизированная система коммерческого учета на розничном рынке, которая позволит нам совместно с правительством с точки зрения формирования баланса электроэнергии быть более точными, исключить человеческий фактор, исключить ошибки, перевести все в автоматический режим. Энергетики взяли курс на цифровизацию. Проводится масштабная работа по внедрению электронных технологий, как внутри компании, так и при работе с клиентами. Развиваются интерактивные сервисы. Предприятие находится всегда на гребне новейших трендов, которые происходят в нашей жизни. Потому что очевидно, то есть в селе Шоршилы, где у нас родился наш космонавт Андрей Григорьевич Николаев, третий космонавт Союза Советских Социалистических Республик, появится первая частно генерирующая станция, которая основана на новых современных технологиях и подаст электроэнергию в единую систему. Это и круто, и современно, а самое главное – вдохновляюще. В соответствии с еще одним трендом, зеленой повесткой ставка делается на развитие электротранспорта. И здесь сотрудники сами подают пример. Пересаживаются на электромобили. Быстро растет и инфраструктура. Зарядная электростанция в Чебоксарах уже стала местной достопримечательностью. Только за первый квартал года количество электромобилей увеличилось вдвое. Технологии имеют колоссальное значение. Но главная движущая сила – это люди. Сплоченный коллектив нацелен на созидание. Труд лучших отмечен заслуженными наградами. Энергосбытовая деятельность – это большая школа для молодежи, для работников. И поэтому достижение всех наших работников, начиная в этот юбилейный 60-летний цикл, все вносили эту лепту, и сегодня развивается компания успешно. В компании надеются, что юбилейный год будет особым и ждут появления 500-тысячного клиента. Лидия Галаксенова, Андрей Шоколев, Вести Чувашия.